Нерабочие дни глава государства продлил до конца апреля. Только продуктовые магазины и аптеки работают в прежнем режиме. Есть также сети торговли непродовольственными товарами, которым разрешено работать, но при соблюдении ряда условий. Правда, некоторым предпринимателям Назрани никакие правила не писаны. Несмотря на запрет принимать посетителей, ряд торговых объектов продолжают свою деятельность в обычном режиме. Рынок-фабрика закрыли еще в первую неделю карантина. Работать, согласно указу главы, позволили торговцам товаров первой необходимости. Однако некоторые сочли, что их услуги тоже входят в этот список. Ну какая разница? У работников салонов красоты всегда находятся разные причины. Либо они заехали проездом, либо что-то забрать, а клиент оказался у них совершенно случайно. А хозяин этого магазина предъявил указ президента страны, согласно которому организациям, осуществляющим производство и выпуск СМИ, разрешается функционировать. Права свои здесь знают, правда, соблюдать повышенные меры предосторожности в период пандемии не торопятся. Тебе маленькие нарушения, тебе маски нет, перчаток нет. Есть, почему у меня нет? Есть, вот у меня маска. Есть и такая категория магазинов, где одновременно продаются средства народной медицины и другие виды товаров. Дверь открыта, никаких ограничений. Оказаться внутри может любое количество людей. Заказы же через окно, одежду вы не имеете права продавать ничего. Рейдовое мероприятие проводят представители партии «Единая Россия» совместно с работниками администрации и участковым. Цель инспекции – выявить торговые точки, которым не разрешается вести торговлю согласно указу главы региона. Было предписание многим магазинам на той неделе, в этой неделе многие магазины позакрывались. Значит, необходимо продовольственные, хозяйственные некоторые товары. Вот разрешение есть у них. Где, которые не закрылись, мы сегодня стараемся с ними обговорить. Работники администрации рынка признаются, что с первого дня самоизоляции проводят работу с предпринимателями, но не всегда удается уследить. Также жалуются на местную администрацию, что не предоставляют точный и полный перечень магазинов, которым разрешено работать. Аккуратно, надо, вверх что же, а то, что можно продаваться, вот это, то, что нельзя, это нельзя. Работники администрации Центрального муниципального округа и представители фракции «Единая Россия» направились к торговым объектам по улице Муталиева. Работать продолжают службы доставки. Правда, в качестве преграды поставили небольшой стол у входа, куда выдается посылка. А вот у входа одного из заведений общепита висит информация, что работают только на вынос. Только никаких препятствий, чтобы оказаться в кафе, не было. Работает только на вынос. Магазины техники, несмотря на предупреждения, также продолжают работать, при этом нарушая все требования мер предосторожности. Никаких средств индивидуальной защиты при контакте с посетителями. Инспекционная проверка проходит по поручению мэра Назрани. Всем магазинам-нарушителям выдали предписания в ходе рейда. Выписали административные материалы с участковыми инспекторами. Мы уже составили списки магазинов, которые мы уже предупредили о необходимости закрыть. Если они не будут исполнять указы главы Республики Ингушетия, администрации города Назрани, то они будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с федеральным законом. Администрация города такие рейдовые мероприятия продолжит до окончания карантинных каникул. А тем временем людей на улицах Назрани меньше не становится. Буквально вчера на официальной странице в Инстаграм мэрия Назрани выложила видео с пустыми улицами. Также подписали: рады видеть, что люди соблюдают режим самоизоляции. Правда, непонятно, в какое время суток снимали видео. А вот улицы Назрани сегодня в 12 часов дня.
общем, нарушителей много не только среди предпринимателей, но и простых граждан. Открывая магазины и другие заведения, предприниматели не только нарушают указ главы региона, но и провоцируют нарушение режима самоизоляции гражданами. Но каждый житель должен сам проявлять сознательность. Как бы ни был велик соблазн отправиться за новой парой туфель, сумочкой или обновить прическу, не стоит забывать, что здоровье превыше всего. Диана Дударова, Тамерлан Ужахов, Новости 24.